Тоже вот и чечены. Тяжелы они для окружающих жителей. Говорю по Казахстану. Грубы, дерзкие, русских откровенно не любят. Но стоило кенгирцам проявить независимость, мужество, и расположение чеченов тотчас было завоевано. Не верь, не бойся, не проси. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына об этом. За 50 лет до того Мандельштам назвал настоящую литературу ворованным воздухом. Вот таким ворованным воздухом был Солженицын в Советском Союзе. При Сталине он отсидел 8 лет, 3 года ссылки. В 70-м году он получил Нобелевскую премию. В 1974 году архипелаг напечатали за границей, и Солженицына выслали вон. Через 20 лет он вернулся. Значит, Солженицына есть как бы два Кавказа. Кавказ, который вместе с ним сидел, и Кавказ, на который он как бы смотрел через призму 90-х. Они уважали только бунтарей, и вот диво, все их боялись. Никто не мог помешать им так жить, и власть, уже 30 лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы. Откуда он вообще знал чеченцев? Откуда он вообще с ними познакомился? Только из мест лишения свободы. Только вот из этого пространства, где он мог с ними сталкиваться, слышать о них, говорить там о каких-то там людях, кто сидел, с людьми, которые сидели с чеченцами, сам мог там где-то находиться вместе с ними. Изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя зэками по духу. После того, как их однажды предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли, низкие, темные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, разваливай. И такое же было все их ссыльное хозяйство на один этот день, этот месяц, этот год, безо всякого запаса, дальнего умысла. Проходили годы, и также ничего у них не было, как и в начале. Конечно же, это такие вот чеченцы вот этого вот страшного периода для всего чеченского народа, когда от них требовалось вот напрячь все свои последние силы. И в условиях, которые абсолютно просто против них, с достоинством принять смерть. Они на архипелаге ГУЛАГ находятся. Да? И чеченцы напрягались и с достоинством принимали смерть, что, конечно же, цепляло. Цепляло Солженицына точно так же. Никакие чечены нигде не пытались угодить или понравиться начальству, но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Женщин своих они не посылали в колхоз и сами на колхозных полях не горбили. Больше всего они старались устроиться шоферами, ухаживать за мотором не унизительно. В постоянном движении автомобиля они находили насыщение своей джигитской страсти. В ссылке Солженицын восхищался способностью чеченцев к мгновенному противостоянию власти. Ведь что может быть большей доблестью зэка, чем способность не подчиниться начальству?